Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Мирном прокуратура наказала генерального директора, который оскорблял своего работника в рабочем кабинете. Дело происходило в июле этого года. Выяснилось, что начальник употреблял оскорбительные выражения, чем унизил его честь и достоинство. Было возбуждено административное дело и назначен штраф в 10 тысяч рублей. Прокуратура Якутска добилась усиления наказания женщине, выбросившей ребенка из окна. Напомним, в сентябре 2017 года две жительницы Якутска в квартире, находящейся на втором этаже многоквартирного дома, распивали спиртные напитки. В это время сын одной из них начал капризничать, что не понравилось другой женщине. Она взяла ребенка на руки, вышла с ним на балкон и с целью убийства сбросила его вниз со второго этажа дома. В июле этого года Якутский городской суд приговорил женщину к 7 годам условно. С таким решением не согласился гособвинитель и обжаловал приговор в Верховном суде. Верховный суд, рассмотрев дело, согласился с доводами прокуратуры и назначил осужденной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Две пьяные якутянки поссорились, и одна сорвала с шеи подруги золотую цепочку. Похищенная злоумышленница сдала в ломбард. Как сообщили в пресс-службе МВД, в отдел полиции обратилась 38-летняя горожанка. Сотрудниками полиции задержана подозреваемая в совершении грабежа. Ею оказалась 40-летняя подруга потерпевшей. В ту ночь подруги возвращались с клуба домой на такси. В какой-то момент между подвыпившими женщинами возникла ссора. Тут-то подозреваемая и совершила грабеж. И вышла из машины. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье на территории Якутии случилось 4 техногенных пожара. Сразу после полуночи вспыхнул частный дом в селе Абы. Он сгорел по всей площади. После обеда загорелся частный дом в поселке Верхний Куранах Алданского района. Была повреждена кровля на площади 90 квадратных метров. Также сгорели баня и сарай. Горело и в столице республики. Тут на 7-м километре Покровского тракта сгорела баня. Также сгорело строение в селе Суала-Морук Мегино-Кангаласского района. Виновники и ущерб устанавливаются. На дорогах Якутии за выходные погибли 3 человека. В пятницу на 178-м километре федеральной автодороги Колыма столкнулись 2 УАЗа. Погиб пенсионер, находившийся за рулем УАЗ-315195. Пассажир его автомобиля, а также водитель второго УАЗа не пострадали. Следующее ДТП с летальным исходом произошло в тот же день в Мегино-Кангаласском районе. По предварительным данным, за рулем находился 60-летний мужчина, который не справился с управлением. Пенсионер также скончался на месте автоаварии до прибытия скорой помощи. В момент ДТП в салоне он находился один. В воскресенье вечером на федеральной автомобильной дороге Лена съехал в кювет и опрокинулся самосвал ФАВ. За рулем находился 33-летний мужчина. В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Транспорт буксировался на гибкой цепке, отказали тормоза и самосвал сорвался. Проводится проверка. Средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23 градуса Цельсия по итогам прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство природы России. Это рекордное потепление, которое может привести к серьезным последствиям. Согласно проекту доклада ведомства, потепление можно считать критичным, так как оно будет продолжаться и приведет к таянию ледников в Северном Ледовитом океане. Максимальный отрыв от температурной нормы был зафиксирован в восточном секторе российской Арктики. То есть у нас в Якутии и Чукотке средняя температура за год превысила норму на 4,07 градуса Цельсия. Эксперты отмечают, что дальнейшее таяние вечной мерзлоты чревато изменением скорости ветра, что особенно опасно для буровых установок на морском шельфе Арктики. Кроме того, это приведет к затоплению регионов на побережье океана. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, произошедшее на юге Камчатки. Как передает Интерфакс Дальний Восток, сейсмическое событие произошло на суше в понедельник утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 139 километрах в 135 километрах от Петропавловска-Камчатского. Представитель Российской академии наук отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,4. В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.
Машина президента Молдавии попала в аварию. По данным пресс-службы, Игорь Додон отделался синяками и ссадинами, рассказывает Алена Островская. После президентских выборов прошлого года Президент Молдавии в воскресенье попал в аварию. Автомобиль Игоря Додона, Мерседес С-класса, перевернулся на трассе в районе города Хынчешты после столкновения с грузовиком. Эти кадры опубликовала служба государственной охраны страны. Главу государства доставили в больницу. По словам пресс-секретаря, президент пострадал незначительно, отделался синяками и царапинами. В машине также находились мать Додона и его сын. Они получили более серьезные травмы, но врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. В результате аварии поврежден один из автомобилей кортежа. По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия. Водители могли не справиться с управлением на скользкой из-за дождя дороге. На этом пока все. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя.